держим свой путь в славный город Нерехты. Вот светит солнышко, погода такая хорошенькая стоит, правда не сильно жарко, но солнце припекает, и на улице очень хорошо ясно, немного тучек для пейзажа, в общем красота полнейшая. Едем, трасса спокойная, свободная, никто никого не обгоняет, пробок нету, в общем красота. Значит, что у нас слева? Слева у нас лес. А справа, как вы догадались, тоже лес. И впереди лес. И позади нас тоже лес. В общем, до ближайшего более-менее городка у нас там 420, чуть-чуть меньше 420 километров. В общем, мы планируем все это дело за сегодняшний день преодолеть как минимум. Потому что в дороге мы ночевать не хотим. Ага. Вот так вот. Едем дальше. Дорога испортилась, можно сказать. Асфальт протух. Ну, как еще назвать? Появляются такие ямы, которые, в принципе, приходится очень хорошо объезжать. Да, конечно, красиво. Далеко все видно. Справа у нас горелый лес. Видно, ничего не сделаешь, тайга горит. Слева дорогу не перешел, пожар, все красивенькое, зелененькое. По дороге получается, как Качекацы, так сразу, вернее на подъезде к Качекацам дорога испортилась. Пошли вот опять знак 70, за ним знак 50. И как обычно в том месте, где проложена труба, все провалилось. Ну, тут как бы реально скорость надо скидывать. И все это не заасфальтировано, а заложено каким-то какой-то глиной. Смотрите, опять знак 50. И опять надо тормозить, после чего разгоняться. Даже не заасфальтировано толком. Время у нас 5:59. Проехали мы больше 100 километров. Асфальт был хороший, а сейчас началась обычная российская дорога. В реальных якутских условиях, летом жара, зимой тепло. Очень красиво. Все равно ехать приятно. Мы же отдыхаем, да? В общем, как-то вот так. Все пока что хорошо. Временами асфальт просто гладенький, но все равно уже поюзанный немножко. Виды обалденные, как и всегда. Плавные подъемы, плавные спуски. В общем, все красиво. Все хорошо. Как-то так. Аллах, умная местность это или что? В общем, какая-то такая беда. Очень так хорошее кафе. Все продолжается. Единственное, что бутылочка воды простой стоит 60 рублей, 1,5-литровая. Вот мы въезжаем в Алданский район. Соответственно, мы выехали из Галасского. Ну, в прошлом году, да, 2 года назад она у нас была, в принципе, еще довольно-таки ничего. А вот нынче мы едем, мы ее смотрим. Она уже очень даже портиться начинает. Трясти все равно будет, никуда от этого не денешься. Но тем не менее, ехать 90-100 км в час и не подпрыгивать, это, я считаю, уже для Якутии почти отличное достижение по строительству дорог. Все равно строители постарались. Местами свернули бор, спрямили дорогу. Вот и доехали мы до того места, где асфальт закончился. Печальная печаль. Это кровейка. Беда бедовая. Ну, ехать можно. Дорога пустынная, кстати, хорошо. Практически что там нас обогнала одна машина. Может быть, пару проехала за то время, пока мы в кафешку ходили. Раньше по скальнику-то так бы не поскакали. Ну сразу, да, понесло, ага, в салон. Пыль пошла. Ну и пыль еще в машине же пыльно тоже. Она начинает вибрировать, она поднимается. Сразу вспоминаешь старые времена, когда ездили. Деревья были серого цвета, все цвета
80-й. Счастье длилось очень недолго, то бишь 5 километров. Опять гравийка. Такая вот у нас стоит пылища. Один КамАЗ фуру мы обогнали. Впереди еще какой-то, но там вообще зверски. У меня в этот момент села батарейка. Здесь мы хотя бы видим, что впереди идет какое-то транспортное средство. Пылит знатно, несется тоже знатно. Да, еще и солнце прямо в глаз светит. Вот такая вот лабудень. 60-й километр. Когда ближайший асфальт начнется, даже неизвестно. Справа у нас железка проходит, ее периодически видно. Хорошо попадает.
Вот смотровая площадка, я ее ни разу не видел. Где? Да, вот она, расковыренная вся. Беда с интернетом, я что-то не понимаю, куда мы приехали, это лес вообще. Он куда нас завел? По грибы пойдем. Да! Угу. Помидоры собирали. Ну еще! О, вон он. Офигеть! Вот пока сам не поедешь, не найдешь. Да. Белазы стоят. Мама, Белорусские не монстры. покушала. Доешь, мы еще не доехали. Да тут много белазов-то. Не, я, конечно, их видел, но вот такие я не видел. Да, и самолет! Да, и самолет. Короче, впечатлений масса. Вот это ковшик, да? В общем, сейчас пойдем. Такая вот машина. Судя по всему, это экскаватор, только... сейчас прочитаем. Влезать на экспонаты запрещено, опасно для жизни. У него гусли, я не знаю, какие. Это же ужас. Тихий ужас. Вот как бы я в ковшике моего роста. Вау, очень круто! Круто, ага. Прикинь, сколько камней он за раз, блин, подымал. А если с горочкой? А если с горочкой зачерпнет? Нет! Да хотя бы на один ковшик посмотреть уже. Просто вообще нереально здорово. И для сравнения, вон Ипсус стоит. Вообще ни о чем. На этом месте будет заложена аллея первостроителей города Нерюнгри и Южно-Якутского территориального производственного комплекса с благодарностью от жителей Нерюнгринского района за большой вклад в строительство города в честь его 35-летия. 35-летие это чего? 7 лет назад. Да, 7 лет назад, получается, был. Весь исписанный, конечно. Искоцанный. Ну, чтоб рампа не открывалась, они на куче саморезов прикрутили. Иллюминатор все равно вышибли. Вот так-то. Под крылом самолета. Отошел от него и все равно вернулся, потому что это реальная мощь. Я не знаю, ну вот. И вот он я. Это же вообще.
Как оно ездило, елки-палки. Офигеть. Обалдеть. Там еще на что-то поставлено, чтобы сильно не проваливаться. Блин. Мощак. Я даже не знаю, где у него вход. 201М. Что 201М, непонятно. Вот это да. Крутяк. Смотрим тут, в принципе, уже. Это был начало, конец аллеи. Непонятно. Не оформлено, конечно, но ничего. Главное, экспонаты стоят. Ляпота. Еще и скажите, что... А нет, на гвоздях. На гвоздях. Тут терем такой. Здесь вход. Вообще классно. У нас такого нету. У нас нигде такого не строили. Для детишек. Сюда даже можно забраться. Сейчас мы сюда заберемся. Довольно-таки крепко выглядит. А здесь даже железка. Ну, покрути, покрути. Со скрипом. Да. Конечно. Здесь, ну все. Туда никуда не залезешь. Конечно, по-любому есть люди, которые туда залазили. Да, там осиное гнездо. Это круто. Круто, да. Там вот еще можно пробежаться. 2 башенки стоит с переходиками. Какие-то хоббитские домики. Еще такой же 2 башенки. Красиво. Классно. Поляночка тут такая, как сказали бы, лобное место. Да, футбол. Тут какой-то домик стоит. Здесь что-то не достроили. Ну, ребят, вообще совсем. Только мне голову просунуть. Ну, хотя бы так. Такой домик для детей. Погода сегодня только, можно сказать, нелетная. Холодно. Привет! В домике, в домике. Тут еще и 1-й этаж есть. Ну, все стянуто, построено, в принципе, крепко. На тросах все сделано. Как ни крути, работа. Давай, спускайся. А тут, по-моему, горка есть. Вижу, вижу. Да, это, скорее всего, горка. Да, только скатываться по ней, конечно. Дерево уже трухлявое. Гвозди торчат. Но стоит крепко. Угу. Это комната? Нет, нет, по ней кататься нельзя. Она, видишь, уже какая? Она уже не совсем хорошая. Строение. А тут, пожалуйста, можно вообще вон на машине приехать. Спокойно. Никто не мешает, народу вообще нету. Папа, ты А? видишь? Вижу, вижу. СБШ 250. Обалдеть. На гусеничном ходу. Какая-то буровая. СБШ. Буровая что-то. Папа, я никак полезу. А ты сюда не залезешь. Видишь, здесь специально все убрали, чтобы люди не лазили, чтобы не портили. Метел майнинг. Майнинг. Шахтерская приблуда. А вот Белазик. Ну тут погрузчик мы смотреть не будем. Вот, тут есть хотя бы Тут нельзя ехать. Якут уголь. Да.
Карьерный самосвал БелАЗ 75405. Длина 7 метров, ширина 3 метра 86 сантиметров, высота 3 метра 93. Так, в каком году в эксплуатацию введен в сентябре 94 года по 2009 год. Пробег составил 1 084 600. Вот они. Двигатели миллионники. Вот они. Ну, маленький БелАЗик, конечно. Маленький, это самый маленький, по-моему. А сейчас мы посмотрим, скажем, сколько он. 22,5 тонны. Это у нас прогрузчик. Погрузчик. Так, гусеничный бульдозер D355, кабели передвижчик. Масса 60 тонн. Отработал 90 191 метр в час. Так. А, ну вот у него катушка сзади. Офигеть. Каким болотом ползал. Так, БелАЗ. Еще один. Непонятные раскраски. Весь раскрасил. Да. Художник. Бабуля. Карьерные монстры. Вот это техника. И он еще на козлах стоит. Не касается земли. Обалдеть. БелАЗ 75145. У него даже свой номер есть. Изготовлен в 2002 году изготовлен. А, он еще и почти именной. Грузоподъемность самосвала 120 тонн. Мощность мотора 120 лошадиных сил. Да, вот у него рулевые тяги-то, а. Резина, колесо, вестил. А сколько у него, интересно, размер? Тут написано Bridgestone. Вот он, Bridgestone настоящий. Вот он, а не то, что вы на 14 себе покупаете. Обалдеть, вот это бриджик. R51. Обалдеть.
сколько тут кубиков. Ух, моща, кузовок-то какой. Целый поезд. Я так понимаю, что к нему можно было еще вагончик прицепить. Обалдеть, обалдеть. Машина. Вот мощь-то где. Объемы. Да, это у него задний мост. Да. И вот Toyota рядом. Славный город Алдан снова. Заселились в гостиницу Welcome Plaza, в которой мы были пару лет назад, когда останавливались. Взяли двухместный номер. Вот так вот выглядит. Такая обстановочка, входная дверь. Здесь душелет, то есть душ и туалет. Большая кроватка и еще маленькое раздвижное кресло. Огромный телевизор, но показывает он всего один канал. Пришлось воткнуть флешку. Как-то так. Переночуем и завтра поедем в Владимир. Мы проснулись в Алдане. Начинается наше путешествие домой. Дорога до дома осталось там 500 с чем-то километров. Кажется, точно не смотрел. Начинается день с того, что качается колесо. Забыл сказать, время 8 часов, наверное, уже. Дело к 8 двигалось, мы проснулись в 7 с чем-то. Будем двигаться домой на Якутск. Вот прямо вообще вот тут вот метро очень.
мы на пароме. Идем. Ну вот, все, мы приехали домой почти. И тут едем уже по нашему берегу, по Якутскому.